Казанская химическая школа. Это имя в научном мире появилось в XIX веке. Отсюда, из Казани, пошло развитие российской органической химии. Преподавание химии в Казанском императорском университете поначалу было весьма слабое. Но ректор Николай Лобачевский видел в этой науке перспективу. И по-настоящему все началось с первой химической лаборатории. Она была оборудована в 1837 году. Ее первым заведующим стал Карл Карлович Клаус, выпускник Дербцкого университета. Он был фармацевт, ботаник, философ, но прославила его именно химия. Здесь, в Казани, он открыл элемент рутений. Это элемент платиновой группы под номером 44. Имя было выбрано в честь России. Кстати, вот она, та самая пробирка с тем самым рутением. Она до сих пор стоит на своем месте в Казанском университете, в той самой лаборатории, которая теперь музей. Это открытие сделало ученого Клауса обладателем Демидовской премии, а Казанский университет известным. Точнее, еще более известным. 2 годами раньше европейские химики услышали про Казань благодаря Николаю Николаевичу Зинину. Молодой химик-органик, выпускник Казанского университета, ученик Лобачевского, в 1842 году делает знаковое открытие. Превращает нитробензол в анилин. Это был прорыв. Так началась эра анилинокрасочной промышленности. До этого основой для окрашивания было органическое соединение индиго. Содержалось оно в особых моллюсках и некоторых растениях. Ценился этот краситель на вес золота. Еще со времен античности цвет пурпур был символом роскоши. Он был доступен только для августейших особ. В Библии красные одеяния упоминаются как багряница. Пурпур, цвет мантии монархов, и наряду с золотой короной был знаком верховной власти. Открытие Зинина лишило пурпурный цвет ореола царственности. Анилин стал производиться в промышленных масштабах, и постепенно на основе этой прозрачной жидкости появились красители всей палитры пурпура. Кстати, вот эта пробирка с анилином Зинина. Все в том же шкафу, который сюда поставил Карл Клаус. В 1848 году Николай Николаевич отправляется работать в Санкт-Петербург, где позднее вместе с Менделеевым и другими коллегами создает Русское химическое общество. А в это время университет заканчивает Александр Бутлеров. Свой диплом он пишет про бабочек. Но благодаря профессору Зинину химия увлекает его все больше и больше. Он готовит диссертацию, читает лекции, просвещается в Европе. И в звездном для себя 1861 году Бутлеров выступает со своим знаменитым докладом, в котором смог объяснить, как устроены органические молекулы. До этого момента химия была наукой сугубо экспериментальной и творилась в лабораториях. И вот, наконец, к практике подключается теория. За это Александра Бутлерова ставят в один ряд с Дмитрием Менделеевым. Позднее Бутлеров перебирается работать в университет Санкт-Петербурга, оставляя в Казани своих учеников. Среди них Владимир Марковников и Александр Зайцев. От их научного соперничества химия только выиграла. Тема Марковникова – нефтехимия. Это он выделил из нефти углеводороды и синтезировал парафины. Александр Зайцев прославился синтезом спиртов. С тех пор у спиртов есть свои правила. Правила Зайцева. Кроме того, братья Зайцевы химичили в лаборатории на стеариново-свечном заводе братьев Крестовниковых. Это тот, который сейчас на Физкосметикс. Здесь первые в мире они использовали каталитическую гидрогенизацию растительных жиров. Этот химический процесс делает из жидких жиров твердые. Таким образом появилось кусковое мыло. Позже под руководством Зайцева появляется Казанское промышленное училище и рождается еще одна звезда отечественной химии – Александр Арбузов. Свои первые научные труды Арбузов написал еще в царской России. В смутном 1915-м защищает свою знаменитую докторскую по соединениям углерода и фосфора. Эта работа станет началом отечественной школы фосфороорганики. Тем временем в мире идет война. Первая мировая. Из Германии прекращаются поставки жизненно важных лекарств, в их числе аспирин. А он нужен как воздух, только быстрее и дешевле. Профессор Арбузов с группой коллег берутся получить ацетилсалициловую кислоту из нефтяного бензола. Все происходит на том самом казанском заводе братьев Крестовниковых. Арбузов справился блестяще. Вскоре завод выпускал 16 килограмм аспирина в день, а по качеству препарат не уступал немецкому. Кстати, вот она, та самая пробирка.
Все в том же самом историческом шкафу. Первая этикетка тоже нарисована его рукой. Талантливый химик, талантлив во всем. В 20-е он продолжает развивать свою арбузовскую школу фосфороорганики. Но наука наукой, а нужды хозяйства тоже никто не отменял. Нужно заместить импортный скипидар и канифоль, подготовить удобрения для сельского хозяйства, да и много всего. В 30-е он возглавит кафедру органической химии в молодом КХТИ. А во время Второй мировой будет работать с эвакуированной Академией наук. 3 царских ордена, 2 сталинские премии, десятки учеников и сотни работ. Всего и не перечислить. Кстати, дом, в котором жил ученый, теперь музей, и его можно увидеть своими глазами. Про химиков шутят. Для всех людей стакан наполовину полон или наполовину пуст, и только для химиков он всегда полный. Наполовину заполнен жидкостью, наполовину газом. Вот так с увлеченных студентов и небольшой лаборатории Казанского университета началась российская органическая химия.